Добрый вечер. В эфире Prime на канале АТР. Это время, когда мы обсуждаем самые глубокие темы и беседуем с самыми интересными людьми, с теми, кому, как я говорю, всегда есть что сказать. А некоторым еще есть что показать, например. Сегодня у нас уникальный гость, ну, потому что не так часто в нашей стране лауреатами, например, Шевченковской премии становятся фотографы. Это тот один из уникальных случаев. Я не знаю, были ли еще, но были, да. Но Александр Гляделов, фотограф, знаменитейший украинский фотограф, сегодня у нас в гостях. Привет, Саша. Привет. Скажи, пожалуйста, я вот как человек абсолютно в этом деле пустой, начну вот с чего. Вот какие различия есть между фотограф, фоторепортер и фотохудожник? Это что-то разное? Это терминология. Но так как оно? Ты кто? Ну, я документальный фотограф. Угу. Часть людей считает меня художником. Вот. Мне проще называть себя фотографом на самом деле. Но живу я, в общем-то, получается, как художник в большей степени. Но то, что я делаю, это не выдуманная совершенно фотография, это прямая фотография, которую называют документальной, иногда ее называют социальной. В общем, она касается непосредственно жизни людей и проблем, в которых эти люди живут. Саша так аккуратно рассказывает социальные проблемы. Саша снимал войну в том числе. Ну, понятно, что за свою жизнь. Как выяснилось, долгую. Я никогда не знал, сколько тебе лет. Даже не интересовался. Потому что по фотографам, художникам никогда не скажешь, сколько им лет. Это грибы. Они так выглядят по-разному. Я никогда не... Это особые формы жизни, я бы сказал так. Но Саша в страшных событиях попадал, в том числе в Иловайске, как я понимаю, ты снимал, да? Да, был. Как это, я буду хаотично спрашивать, Да. не будет никакой системы, как это снимать на войне, когда ты мишень? Ну, когда нужно, приходится пригибаться. Вот. А в остальном ты фотографируешь так же, как фотографируешь везде. Ну, понимаешь... Здесь есть такой момент, когда, ну вот как бы, я не знаю, к этому ли ты подводишь, страшно, не страшно. Ничему Просто если ты оказался в этих обстоятельствах, то ты уже не можешь в них не быть. И тогда ничего не остается, кроме того, как делать то, зачем ты там оказался. Ты поехал снимать репортаж. Ну, репортажи как таковые, в принципе, я давно уже не снимаю. Я с журналистикой расстался. Ну, хорошо, Да, но в все равно это съемки, в любом случае, репортажные. Документальные. Да. Вот репортаж — это просто, мы уж как профессионалы говорим, это такой жанр, когда ты делаешь фоторепортаж и отсылаешь в редакцию. Вот, но все равно это документальное, можно назвать ее репортажной съемкой, можно, как конечно. угодно. Да? Вот. Но вот в чем разница. И когда с военными говоришь, там понятно, да, у тебя есть оружие, и твоя задача убить первым, грубо говоря, так если совсем уже, да. То есть, ну, война — это такая, если так совсем уже ужасно выражаться, это такая, как это называется, групповая игра со смертью такая. То есть люди стараются защитить себя и уничтожить врага. И тут ты, у которого никакого оружия нет. И ты там, и вот ты в положении и не мирного жителя, потому что мирные жители по подвалам, да, и не военного. Но для врага, как я понимаю, ты абсолютно такая же мишень. То есть на тебе ничего не написано там. Даже если написано, может, еще и раньше стрельнут. Ну, в 2014 году на мне было написано, сейчас, когда я езжу, не написано. А почему? Ну, я стараюсь не выделяться на самом деле. Быть одетым не в украинскую форму, но быть более похожим на военного, чем на невоенного. Потому что любой, кто выделяется, это приоритетная цель. Угу. И потом, на самом деле, естественно, больше к тебе быстрее возникает доверие. Тоже мне военные говорили, знаешь, есть же такой, я же тоже так стеснительный, я говорю, ну как я надену камуфляж? Ну там, приезжаешь куда-то. Мне говорит, нет, говорит, вот надень, и командир причем говорит, надень, потому что когда ты как все выглядишь, тебе и отношение такое совсем другое. Да? Я просто всем, кто спрашивает, зачем и почему, советовал бы почитать
воспоминания очень лучших, кто освещал Вьетнамскую войну. Если они освещали ее со стороны Сайгона и американских сил, что они делали, прибыв в Сайгон? Первым делом они шли на базар и покупали комплект полевой формы. Мгм. И написали здесь себе, что он фотограф, имя писали. Но они одевали такую же одежду преимущественно, как военные. Ну, я так понимаю, на таких, тем более войнах, как у нас, на гибридных вот этих, никакая надпись не спасет, а скорее только еще и хуже. Вот. Возможно, да. Да. Но ты попадал под обстрелы, но под вот прямой огонь ты не попадал? Или как там было всё? Ну, что ты считаешь прямым Ну, огнем? когда ты цель вот на ровной местности, я имею в виду. Когда тебя конкретно целятся лично. Не мина, а в лично. Приднестровье у меня пулевое ранение. Там пулевое. Да, прямо много. Это какой год? Ну, 92-й. О, боже мой. Это твоя первая война была? Первое, чистый такой опыт совершенно. 15 минут на поле боя, ранение, и у меня практически не осталось картинок. А потом какие войны были? Я почему-то не посмотрел твою биографию подробно. Я не знал, что... Очень хорошо. Так я, наоборот, Интересный специально не разговор надо может смотреть. Да. получиться, А потом куда ты? Потом, ну, когда меня называют военным фотографом, вряд ли это соответствует действительности, но так получилось, что я был в конце января, 20-х числах Первой Карабахской войны, и вышло так, что я снимал со стороны Азербайджана Мгм. на линии фронта. Немного, 2 суток всего. Все, что позволили там находиться. Но я всегда привожу в примеры, сколько за эти 2 суток мне было позволено снять сюжет. Могу тебе потом рассказать, если хочешь. Вот. После Хасавюрских соглашений сразу же в Чечне. Это... Это конец августа, начало сентября 96-го года. Вот. Дважды с «Врачами без границ» я был в Сомали. Не столько на войне, сколько в госпитале, где последствия этих столкновений. Мгм. Вот. Не как фотограф, сначала как фотограф, но потом уже просто как гуманитарный работник после... Здесь никто не знает, ты-то, конечно, знаешь, после столкновений в Аше и Джалалабаде в июне 2010 года Мгм. я 3 месяца там проработал с «Врачами без границ». Снимал где-то первую неделю, а потом просто работал как гуманитарный работник. Ну и наша война. Нет, ну все-таки тебя можно назвать военным фотографом, отчасти хотя бы. Просто у тебя много всего разного другого, но знаешь, как ты это умеешь угодить в события. Вот некоторым это не удается, а ты попадаешь вообще в такие пекла. Везунчик. А? Везунчик. Безумчик-то, ну в профессиональном плане, да. Но еще и выжил. Ну да, поэтому я и говорю. Слушай, ты, это правда, вот еще раз переспрошу, это правда, что ты только на пленку снимаешь? Да. Всегда и только? Ну, у меня есть iPhone, и я на А. него просто так шлепаю, Мгм. как блокнотик. А фотографически я работаю пока что только на пленку. Она есть еще. Скорее всего, никуда она не денется. На нее снова снимают большое кино, так что для фотографии она, конечно, будет все равно существовать. Ну, тут надо, наверное, объяснять еще, что такое пленка некоторым нашим зрителям. Вот, Да, пусть почитают. фотопленка — это не та пленка, которая оборачивает продукты в супермаркете. Там, это пленка фотографическая с перфорацией. Мгм. 36 у тебя, да? Да, 36. миллиметров. Да. А чувствительность какая? Ну, стандарт ее 400 единиц. Мгм. И при необходимости я увеличиваю при проявке чувствительности. И ты на ЧБ снимаешь, и на цвет На снимаешь? ЧБ. Только На цвет я снимаю, когда об этом специально просят. В частности, это «Врачи без границ» бывают, когда им нужно Мгм. для их сайтов, для внутренних публикаций нужны цветные картинки. Во второй камере у меня цветная пленка, и я это делаю. А так твоя любовь всю жизнь — это черно-белый. Да, хотя когда-то, поначалу я было время, ходил в горы, путешествовал очень много и снимал на слайды в том числе. То есть у меня и в горах было 2 фотоаппарата. Один с черно-белой пленкой, а другой со слайдовой. Мгм. Не знаю, видно ли на камере фотоаппарат Leica. Можно? Пожалуйста. Не знаю, можно у вас держать фотоаппараты? Там можно. Это же это, некоторые гитаристы не дают ничего.
фотографы дают. Фотограф это Лейка, не знаю какой год, но что-то я подозреваю, что во Вторую мировую примерно с такими же ходили. Не-не-не, это Нет? после Второй мировой. Но он тяжелый. Эту модель перестали выпускать в начале нулевых. В начале чего? В начале нулевых. Сделана на середине 90-х эта камера. Она же даже не зеркальная. Конечно. Но ее убить можно. Тяжелая. Да убить можно авторучкой, очками, чем А угодно. зачем она такая тяжелая? скажи? Но она из металла, она надежная очень. Ну, то есть, ну да. Да, здесь очень мало пластика. Ну, я прям вижу, она весит Да. килограмм 2, не меньше. Вот такая фиговина. Да, но это помнит, опять никто не помнит. Это с лейкой и с блокнотом, а то и с пулеметом. Это, кажется, Симонов, советский там фотограф. Ну, говорил. То песенка есть, фронтовых Да, корреспондентов. да, да. Да. А их выпускают сейчас лейки, да? Да, конечно. Это И в том источник числе германский. вот на пленку еще есть модель. Да которая- ладно. Новые Точно. модели пленочные есть? Да, да. МА называется. Ну вот расскажи нам, несведущим людям, в чем разница съемки на пленку и на цифру. Потому что разные мнения есть. Если фотографы делятся на две неравных части, конечно, большая часть уже перешла полностью на цифру, меньшая часть еще на пленку, еще меньшая часть снимают на черно-белую в основном пленку. Вот в чем это разница? Разные церкви какие-то? Это что это такое вообще? Секты? Вы друг друга там относитесь как-то разные косо друг на друга конфессии, смотрите? да. Или это одно и то же? по сути? В пределах одного бога разные конфессии. А вот, ну я хотел что-то такое намекнуть. Не, ну правда, расскажи, в чем разница? Ты же давно... Разница в самой съемке, потому что она лимитирована количеством кадров, подходом к тому, как ты нажимаешь обдуманно нажимаешь, ну или интуитивно на кнопочку спуска. Потом у меня все камеры, это еще одна такая, и есть еще на средний формат. Они чисто механические, то есть все параметры съемки я устанавливаю сам, безо всякой автоматики. Вот. И самое главное, что для меня оригиналом моей фотографии является не файл, хотя у меня цифровой архив параллельно. Мгм, ну, Да, и он гораздо больше, чем отпечатанные фотографии. Я сканирую свои негативы. Отпечаток сделанный моими руками или при моем участии, если это большой вот такого размера. Так, отпечаток. минуточку. У тебя ванна. На ванне лежит вот эта доска. На ней стоит вот этот Не, у меня вот целая увеличитель. комната, где это все есть. Извини, В ванне я да, просто слышь, промываю, да. Вот. Но ванночки стоят вот как положено. Конечно, И вот да. этот увеличитель. Вот Да, этот, два. да? Вот. Я просто последний раз такое видел, когда учился в школе. У меня лично был увеличитель. Приходи, посмотришь. Ты же был у меня раз. Был, но я не видел твою Ну, комнату. конечно, мы просто интимную. сидели, да, в другой комнате и праздновали. Да, но раз вспомнил празднование, 2 года назад, по-моему, да, тебе дали В прошлом Шевченкскую- году. В прошлом году. Да. Как быстро И в время. этом тоже фотограф Борис Михайлов. Да? Ну. Круто. За что тебе дали Шевченковскую премию? За выставку. Конкретно какую? «Карусель» называлась. Про что? Ну, экзистенция. Так, не умничай, говори как есть. Ну, это фотографии из совершенно разных мест и тем, если так говорить, проектов, слово, которое я не очень люблю, соединенные определенным образом, рассказывающие, если говорить, это не прямой рассказ, а скорее погружение. Вот. И там были фотографии и из войны, и из тюрем, где я снимал, и уличные дети, и просто на улицах. И была фотография мальчика на карусели в Париже. Вот. И я назвал эту выставку «Карусель» как символ такой. У тебя нет постановочных кадров вообще? Мне это не интересно. Это не потому, что я отношусь... Не, ну есть к такой этому. жанр просто, да. Да, и я с большим уважением к умельцам и к тем, кто знает, зачем это и ставит. Вот. Но моя личная проблема в этом заключается в том, что я сразу же теряю интерес, если я вмешался в съемку. Ну, вмешался, создал то изображение, которое фиксирую, а не то, что происходит. Вот. Одно дело там подвинуть куда-то предмет,
понятно. Другое дело, когда снимаешь людей, смоделировать ситуацию, сказать, кто куда смотрит, там, Мгм. править, это все нет, это не мы. То есть я не режиссер в данном случае, и мне очень интересно. Точно церковь какая-то. Ну, то есть для тебя священна вот эта картинка сама по себе. Это вопрос не святости, а вовлеченности и личного интереса. Мгм. Ну, то есть я могу это сделать, это не проблема. Я думаю, что ты пробовал-то все на самом Ну, конечно, деле. Да. пробовал, когда приходилось выживать, заниматься рекламой. Конечно, все это пробовал. Но сказать, что это меня увлекает, мне это интересно, нет, конечно. Сейчас ты, наверное, такой счастливый человек, который может позволить себе делать то, что он хочет. Нет? Я отдаю отчет себе, насколько мне в этом смысле в жизни повезло, конечно. Но как ты зарабатываешь, расскажи. Фотографии, Ну, фотографии, вот, слушай, фотографии бездомных детей или солдат, ну как заработать? конечно, не заработаешь. Ну, Но, ну, может быть, через много лет, вот это так бывает, кто-то вдруг решит купить хорошо напечатанную фотографию. ну, ты знаешь, что все Пока не художники, солдат, но... все художники, они после смерти богатые и совсем знаменитые, да. Ну, что поделать, не все. Не все. Есть счастливые исключения, мы о них знаем. Вот. На самом деле, часть моей свободы заключается в том, что от того, зарабатываю я или нет, завишу только я. Ну да, в принципе. Я умею затягивать ремень, В когда принципе, надо. много ли нам надо вот так Да, самим по конечно, себе, да. да? М. Ты после определенного возраста понимаешь, что смотришь на шкаф, видишь эти там 20 ботинок, говоришь, зачем они тебе были нужны? Да. В принципе, что нужно мужчине? Пара штанов там. И вот. Ну это затратная история, кстати, с фотографией твоей пленочной. Сейчас это Конечно. раньше пленки стоили, правда не помню, сколько рубль, что ли, стоила пленка в советское Ну, время. я забыл. Ну, неважно, Эти она цены же я разная тоже забыл. была. Вот по чувствительности и так далее. Сейчас сколько стоит одна пленочка? Ну, у нас около $10. Это кадр-доллар примерно, чуть дешевле. Вот это уже расчет, очень похожий на советские лимиты, на западную пленку. Ну, это 36 кадров, я правильно? 3,6, да. Сейчас была 24 и 36. по-моему. 3,6, 3,6. Ну, стандарт 36. Мгм. Вот ты, когда на фронте снимаешь, на войне, там уж точно выгодно снимать на цифру. Ну, в плане того, что если что-то начинается, ты ставишь автомат же. Сперва фотография изменила философию, когда появился автоматический затвор. На Да? самом деле дело даже не в выгоде, а в том, что технически при съемке в темных условиях Мгм. цифровая профессиональная техника сейчас, безусловно, выигрывает у пленки. Ну да, но и Я потом есть практически момент ночные бои я этим снимать вряд ли могу. Не могу, то есть, если честно. Мгм. Ну, я и не снимаю. Ну, даже если дневные. Да, я понимаю, что для тебя настроить любой фотоаппарат, ты вслепую настроишь его просто вообще. Ну, конечно, да. так, ты его разберешь, соберешь и настроишь на любую съемку. Разберешь, соберешь, лучше этого не делать, конечно. Да, не пробуйте это повторить. Да. Вот, хотя он соберет, я думаю. Вот. Но смотри, вот просто бой, даже дневной. Ну или не бой, динамичное там движение какое-то, да. Первые изменения, я помню, фотографы стали по-другому снимать репортажи, даже когда появился вот этот присадок, такой автоматический спуск. Когда ты нажимаешь, еще пленка была, вот это да, моторчики, Да. моторчик точно. И когда ты раз что-то динамическое снимаешь, допустим, финиш бега, там, я не знаю, что-то такое, и обязательно из этих вот, это щелкает 36 кадров, поменял пленку еще 36, и ты приходишь, ну да, это муторно проявляет, но зато потом у тебя точно есть один хороший кадр, ну точно, да. Вот из 5 пленок, я помню, наш репортажный фотограф снимал, я, конечно, в газете работал, и он проявлял, не жалел, в общем, пленки, там, ему редакция давал, и обязательно находился хороший кадр. У тебя, я смотрю, и автомата тут нет. Ты на каждый кадр взводишь. Ну, для этой камеры есть мотор, мне Ну, тебе не надо, да. не нужно. Но есть же огромная вероятность. Я понимаю, что пленку ты вряд ли испортишь. То есть у тебя все, по крайней мере, не как у любителей. Бывало, достанешь пленку, там 3 кадра и белое, и черное. Ну, у тебя все кадры Открою качественные. тебе страшную тайну. Пленку может испортить и очень опытный фотограф. Всякие вещи случаются. Ну, это когда ты случайно откроешь. Запороть пленку можно, к Да? сожалению. Когда Конечно, ты да. последний раз запорол пленку? Я вот недавно смотрел, я их пока не печатал, эти картинки. Несколько кадров выглядит так, что что-то я сделал не так. Это были съемки
В интернате для взрослых в Закарпатье. Недавно. Ну, лет 10 назад. Ну, но все равно, смотри, вот ты снимаешь, я понимаю, когда ты снимаешь там насекомое где-нибудь красивое, может быть, или там человека на остановке сидящего, или мальчика на карусели, да. Мгм. Но в динамике снимать есть очень большой риск получить невнятный кадр. Конечно. Ну и что ты себе Но потом надо говоришь? думать при этом, что ты хочешь снять. Вот. э, Я уж точно не хочу снять пулю, вылетающую из ствола. Я про другое. То есть ты не про прикольные кадры, ты не про эффектные Ну, кадры, не про... прикольное — это такое слово, что многие могут часть моих снимков называть прикольно. В чем их прикол тогда? Не Если... знаю, это надо спрашивать тех, кто скажет, что это прикольно. Да? А я к тому, что... э, Ну, а что ты имеешь в виду прикольно? Ну, вот эти эффекты, ты же А. говоришь, пули вылетают, ну, можно же снять и такое, есть макросъемка, есть Не, ну, у какие-то такие меня вещи. вот... Приходи, кстати, Мгм. посмотришь. Я Сейчас обязательно висит приду, мне безумно вот интересно. такого размера фотография увеличенная. Причем я когда снимал, я понимал, что я могу снять только так, потому что это боец, который ведет огонь из крупнокалиберного пулемета ДШК. Мгм. Вот, из помещения. То есть свет падает только через бойницу. Мгм. А ты откуда снимал? Помещение. Но я сижу рядом на Сбоку. настиле. Помещение приблизительно, если говорить об объемах, как вот это, только шире. Мгм. И бетонные стены. Мгм. И он, посмотрев на меня, сказал перед тем, как бедные вы, я говорю, почему? Ну, закрытое помещение, вы сейчас начнете подпрыгивать. Вот. Ну, у меня не было... С тех пор я в таких ситуациях не буду оказываться, но у меня не было с собой берушей. Мгм. Я себе сделал из... Хлеба? Нет, не из хлеба, из салфетки Мгм. наживал и сделал 2 затычки, которые вылетели так, наверное, Сразу смешно. причем, да? Ну, практически очень быстро, да. Но я понимал, что картинка будет размазана. Но я Изначально знаю понял. свою технику, да. Я по свету я снимал не на быстрой скорости. Но я прикрыл диафрагму и понимал, что все равно будет изображение, которое... ну, красиво здесь, наверное, не красиво, во-первых, да. А во-вторых, оно передаст то, что происходило передо мной. Ну, то, как ты сам видел, у тебя же тоже все это Да, прыгало. это Да. смазанное изображение с резкими фрагментами. Ну, я знал, что картинка будет такой. Нет, ну тут как раз класс. Тут вроде фото же это не кино, да, но с другой стороны вот эта смазанность, она как раз и говорит о том, как там на самом Ну, деле все кино — было. это же движущаяся фотография. Потому что если ты посмотришь титры на английском языке фильма, то оператор-постановщик — это директор фотографии. Да, до сих пор так пишут. Да? Скажи, пожалуйста, где можно посмотреть твои работы? Вот чтобы наш зритель, у нас зритель умный, пытливый и вообще такой патриотичный. Раз зашел разговор, я здесь сайт свой, допустим. Да? Он, по-моему, сейчас приморожен. Вот. Я просто 100 лет им не занимался. Мне сказали, что он сейчас висит. Вот. Здрасте, Ну, просто здрасте. в Гугле набрать мою фамилию всё, да. и смотреть картинки. Их там очень много. Потому Сейчас. что обычно это какие-то интервью, которые потом сопровождаются фотографиями. Потом, как это водится в интернетах, с этого веб-сайта содрали изображения и под все возможное. Ну, например, кто-то выложил в сеть фотографии, скорее всего, с сайта, написав Александр Гляделов, советский русский фотограф, чего я... И это полетело по просторам необъятного кириллического сектора интернета. Мгм. И я пытался найти исходник сайта, где это получилось, хотя бы написать, никаких ответов, никаких приветов. Ну, слава богу, это было достаточно давно, и оно уже как-то подутихло, но я не был ни советским, ни украинским фотографом, а советским фотографом я не был. Я профессионально в область вышел в момент развала Советского Союза. В 1989 году оставалось 2 года. Ну, И уж точно не считал себя советским фотографом и в тот момент.
Тем более Так что я к русским тому, ты не успел стать и не хотел стать. Ну, Да. они очень легко прихватывают все, что... Ой, блин, Да. русский авангард тому пример, который на самом деле Русский вообще авангард. не русский совсем, если иметь в виду живопись. Да на меня где-то в нулевых выходили какие-то люди из Москвы, составляющие антологию русской фотографии. Я говорю, привет, я здесь каким боком? Мы считаем вас русским фотографом. Я говорю, я не считаю себя русским фотографом. Ну, Вас никто не спрашивал. Вас в никто не принципе, спрашивал. да. Господи. А тебе приходилось снимать врага? В каком смысле? Ну, в пленном. Да. Э, И самая из этих фотографий, одна из нескольких, это серб в момент первого опроса в Иловайске. Кто? Серб. Братушка? Да, да. Приехал. Да, он, паспорт у него словацкий, Мирослав Рохач такой. Запомнилось, потому что в паспорте у меня есть Это фотография. какой-то волк войны еще с той войны? Осталось какое-то количество людей, которые Ну, он гастролируют по миру? человек, возможно, он, по факту он оказался, как мне потом говорили, профессиональным минометчиком. Мгм. Ну, в момент опроса тебе рассказать, как это Да. происходило. Его привели, садили на скамеечку перед школой в Иловайске, в которой большая часть батальона Донбасс и сводной роты находились во время боев в Иловайске. Вот, и проверили документы. Там несколько человек, и по очереди ему задавали вопросы. Кто ты такой? Ну вот, я Мирослав Рохач. Что ты здесь делаешь? А он в камуфляже. Я очень люблю военную историю. Я приехал изучать военную историю. Почему так одет? Потому что иначе мне бы не дали изучать военную историю. Мы тебя взяли с автоматом. Это твой автомат, да, мой? А зачем он тебе? Мне бы иначе не дали изучать военную историю. Ты в нас стрелял? Стрелял. Почему? Мне бы иначе не дали изучать военную историю. Я оказался в Киеве после полутора недель, или дней 11 или 12 я был в больнице имени Мечникова в Днепропетровске после ранения. Приехал в Киев, и ко мне практически, он в это время был в Украине, зашел хороший мой товарищ, чешский журналист. Вот. И смотрел фотографии мои и в сентябре. Это в середине сентября. И я ему показываю, рассказываю, говорит, известный персонаж, он уже дома, его быстро обменяли, хорошо. Вот. И можно, я потом пробивал по гуглу, можно найти его интервью, как он братушкам помогал, зачем он оказался. Да. Да, я забыл, ты же в Иловайске тоже был ранен. Так. Ну, по сравнению с остальными, то это слегка задело. Маленький осколочек в ногу влетел. В ту же самую ногу влетел. Что самое страшное, что тебе приходилось видеть на войне? Ну, по-личному, это когда ты вдруг понимаешь, что человек, практически ты нашел друга, еще просто это нельзя назвать возникшей дружбой, но ты его нашел, и вот он мертвый. Ты вчера познакомился? Можно сказать, на твоих глазах. Ну, то есть его привезли, и он мертвый с боя. А визуально, ну, это как, можно сказать, даже клише, гора трупов. Я видел в Капонире во время Первой Карабахской войны на оставленных армянских позициях гору трупов. И мне не дали снять. Стояло два офицера, держало мои руки, очень мягко. И сказали, мы, Саша, сами в шоке. И их просто не успели эвакуировать. Они погибли в бою. Вот они сложены, так, куча. Человек 20, может больше. По глубине Капонира, в котором стояла машина с кунгом боевая какая-то. С кузовом. Подожди, ты снимал, как ты сказал, с азербайджанской стороны? Да. И азербайджанцы не дали тебе снимать армянский? Не дали, потому что они сказали,
вопрос не в тебе, но ты не можешь отвечать за то, что будет написано под этой фотографией. 100% напишут мусульманские зверства. Вот это что. Да, да, там на этом участке фронта воевали в том числе афганцы из Афганистана. Был такой полк афганский в ту первую Афганцы войну. в смысле? В смысле афганские афганцы. Не вот это афганцы, а Не-не-не, афганцы. афганцы. В пуштунских шапках, в советских шинелях. Такая Они на стороне картина. Азербайджана. Да, да, на стороне Азербайджана. И просто у убитого солдата, который лежал сверху, было вырезано сердце уже у мертвого. Это видно, потому что крови никакой не было, дырка такая. Это надо уметь. Это, очевидно, делали люди, которые это умеют. Они для чего? Это для своих... Ну, да, Традиций. поглумиться. И я почему-то думаю, что это как раз кто-то из этого полка, потому что представить себе, что это умеют вот эти солдатики, которые там были, кто не смог откосить, попал на эту войну. Вот. Они об этом понятия не имеют. Ты не хотел поехать на эту войну? Туда же? Нет. Нет. И судя по тому, что мы видели, там снимать никому и не давали, журналистам. Ну да, там же жесткая С обоих цензура. сторон не давали. Я хотел на ту войну попасть, и с армянской стороны во мне еще были сильны тогда эти журналистские стандарты, да, скажем так. Это не было предпочтением какой-то из сторон. Ну, не дали И тебе. тогда, и сейчас у меня и среди близких друзей есть и азербайджанцы, и армяне. Да, это у меня тоже понятно все. Вот, это все мы с тобой понимаем. Но я рассчитывал на поддержку в Киеве армянской диаспоры, потому что, ну, Ну как попасть туда, да? это не командировка, это все равно, типа, я сам все это делаю. Все равно за тебя с кто-то целью должен поручиться, разобраться. когда ты снимаешь с любой Да, стороны. и мне сказали, нет, хорошо, что ты сказал, что ты был на той стороне, можешь не покупать билет в Ереван, ты не попадешь на позиции. Все. А что, не могли проверить? Ну, они просто сказали спасибо, что ты нам это Что ты сказал. нас не Мы подставил, да. сегодня же передадим, что вот этот человек с такой фамилией, он снимал на той стороне, и на всякий случай не надо его пускать на наши позиции. Ну да, это война, конечно. Это война, жестокая, да. серьезная, долгая. А какой год это был? 94-й. Это были... Это не первый год войны. Это конец был. Конец да, уже. там же конец мая, сейчас точно не помню, начало июня было подписано соглашение о беспрекословном прекращении огня. И конфликт был заморожен. И все это время, до прошлого года, две армии сидели в окопах друг против друга, возникали спорадические перестрелки, заходы диверсионных групп. Ну как у нас сейчас, да, примерно. Можно так сказать? Ну, не с такой активностью. Там была... В каком же году, по-моему, в 16-м. Да, обострение было. Обострение было, да. Вот. Ну и все закончилось так, как закончилось. Если это закончилось на самом деле. Нет, конечно. Это один из таких. Туда еще русские зашли, знаешь, там. Да, конечно. Куда русские заходят, там ничего не заканчивается. Теперь они имеют войска и в Азербайджане, и в Армении. Твое отношение? Просто если посмотреть на то, что значит замороженный конфликт, одно из значений то, что сейчас с обоих сторон в этой войне погибли дети или даже внуки тех, кто таким образом ее закончил. Кстати, раз. да. Кстати, да. То, что Ну, эти не внуки, солдаты ну, внуки, родились дети, да, после да, того, как та война закончилась. Да, это точно. Это точно. Это, знаешь, это можно назвать и войной поколений, например, ну, в переносном смысле. Твое отношение к России, какое оно было, как оно менялось со временем? Это, конечно, это вопрос уже не как фотографу, а как человеку. Ну, сейчас это и противник, и враг. Я различаю эти понятия. В смысле? В смысле? Как это Я различать? приведу пример. Мгм. После расстрела в Зеленом коридоре то, что оставалось от батальона «Донбасс», с бою взяло село Красносельское, еще держало там оборону. И потом часть людей малыми группами пробивалась, а часть
по ультиматуму им было сказано, что там все сравняют с землей. Положила оружие, и около сотни пленных было, о них тоже надо думать. Вот, оказался в плену. И часть из этих людей сидели на подвале в Донецке, СБУ. А часть оказалась в Иловайске на восстановительных работах строительных. И мне один из них, мой друг, сам он из Донецка, в общем-то, сказал: ты знаешь, пока мы были в Донецке, к нам относились как к врагам, а когда мы оказались в Иловайске, местные к нам относились просто как к противнику, в том числе и те, кто нас охранял. То есть без лишней жестокости. Да, им давали позвонить домой. Ну, это может потому, что он донецкий. Но он же говорит не о себе, а о всех. Ну, то есть в какой-то момент русские были противниками, и потом быстро стали враги. Ну, если заходить в семейные дела, то по факту Украина приютила с обоих сторон и семью отца, и семью матери. Серьезно? Да. Расскажи семейную историю, очень интересно. Тебе фамилия необычная такая. Ну, фамилия у меня более характерна для Урала, наверное. Для фотографов. Для Идеально фотографа. просто. Некоторые думают, что это псевдоним. Да. Псевдоним. Просто если не вдаваться в какие-то там долгие разговоры, время же у нас лимитировано, и подробности, У нас хватит времени, говори. то по факту семья отца, дед 2 года с 1937-го бегал по всей Сибири от ареста. То есть он узнал, что его... Он был, бабушка узнала, он на момент начала этой беготни работал, он был специалистом в финансах в лесной промышленности. В Москве? Всю свою жизнь. Нет, вообще. В Сибири поначалу, там он вырос. Он, сделавший сам себе человек, образование всего лишь у него церковно-приходское училище, то есть 4 класса. Последняя запись в трудовой книжке начальника отдела финансов Министерства лесной промышленности Украины. При этом он не был коммунистом. Интересная история. Да. А так подожди, бегал от сталинских репрессий, да? Вышло, он работал в Тресте Свердлесдрев. Свердловская область. Ну да. Периодически в Советском Союзе была такая форма экономической организации, как Трест. Угу. Вот. И в газете «Вечерний Свердловск» донос на первой полосе вышел раньше, чем людей арестовали. Бабушка прочитала статью, где были прямо указаны фамилии главных специалистов Треста, а управляющий Трестом был уже задержан. И работали уже допоздна в то время эти знаменитые сталинские, так сказать, режимы, да, когда могут позвонить неожиданно из Москвы и проверить, что вы делаете в этот момент. Он поздно пришел домой, бабушка его даже не пустила. Она на пороге дала ему чемоданчик со сменой белья и сказала: Саша, я тебя не видела, ты человек умный, ты нас потом отсюда заберешь. Все, понял, взял и ушел. Она сказала соседке, потому что фамилия соседки тоже была в этом тексте, в этой статье. Не пускай мужа домой, пусть уходит. Муж был правоверный, очевидно. Член РСДРП, скорее всего. Не ушел. Да, он сказал: я честный коммунист, ничего не будет. В 5 часов утра пришли. Где ваш муж? Это я вас должна спросить, сказала бабушка. В городе бандитизм, хулиганы, муж не вернулся с работы, ищите. Я беспокоюсь. Ну и он имел достаточно много верных, надежных друзей, связанных, очевидно, знанием по работе. Его не сдали? Возможно, даже по игре в преферанс он был хороший. Тогда модно было играть. Да, он часто менял в течение 2 лет место работы, и как только чувствовал, что вокруг него сгущается интерес, он быстренько срывался с места и даже забирал с собой семью, потому что какое-то время они прожили в Омске.
Вот. И когда по пакту Молотов-Риббентроп были заняты западные территории, в том числе и Западная Украина, кто-то ему сказал: Сашенька, ты очень хороший специалист, там лесная промышленность, я тебе помогу, поезжай туда, там они тебя точно искать не будут. Вот. Вот это история. Значит, Да, обычно наоборот-то все и было. семья Да. оказалась в Станиславе. То И да, Ивано-Франкивск. и таким образом они оказались украинскими специалистами. И дед был белобилетник по поводу потрясающей близорукости. Он с такими линзами, мощными всю жизнь. Читал он вот так, без очков. Мгм. И эвакуировались в ту самую Сибирь, где его уже никто не трогал. И по мере освобождения Украины сразу же вернулись сначала в Харьков, потом в Киев. Вот. А мама у меня донская казачка. Прошу прощения за то, что они натворили в этой войне с нашей страной. Но ее родители от расказачивания убежали на шахты. Если помним, было такое еще до Голодомора, было расказачивание. И вот они в 20-х годах оказались в тогдашнем Сорокине, а потом Краснодоне. Встретились, поженились. И так вот моя мама оттуда сейчас оккупирована. У меня родственники, там двоюродные братья. На двоюродная оккупированной сестра, территории? да. Надеюсь, у них другая фамилия? У них другая фамилия, да. Фантастическая история. Да, поэтому как бы Украина приютила. Вот. И не было понимания на самом деле. И до сих пор стыдно, потому что я помню, тебя здесь в это время не было, когда появились еще, были деятельными те, кто сидел в лагерях, диссиденты украинские. И в начале нашей независимости стоило здесь появиться какому-то функционеру из Москвы. Они выводили на улицу молодежь, демонстрировали. Простые были лозунги «Геть москалив». Они были уверены, что Россия нападет. И где-то... Это какой год, скажи? 89? Начало 90-х. Вообще Селезнев какой-нибудь приедет, и лупинист ведет колонны молодежи. И ты был среди этой молодежи? Я фотографировал. Я фотографировал. И я тебе сейчас тогда уже расскажу то, что было в моем тексте к выставке, которая называлась «Чуешь, браты?». Это слова из песни «Сечевых стрельцев» в Первой мировой войне. Типичная солдатская песня про журавлей. Вот. И это были фотографии с Майдана и войны 2014 года, которую до ранения я успел снять, и кое-что снято после здесь, в Киеве, в госпитале. Прощание на Майдане с бойцом Айдара. Вот. И я написал текстик к этой, от автора, да, к этой выставке, и вспомнил там одну историю. Я снимал на Камчатке в 95-м году. Это был мой второй приезд на Камчатку. И там часть родственников по маминой линии до сих пор живет. Что мамин брат окончил Львовский политех как геодезист, мой дядя, и по распределению туда попал. Был пленен этим краем, его можно понять, это фантастической красоты места. Это рай для фотографов, да, специально? Да, в общем-то, как они тогда говорили, может быть, они сейчас говорят по-другому, что это был разговор грузина из Кутаиси, украинца из-под Херсона молодого. Грузину тогда было около 40, украинцев года 24, по-моему. И пары местных, которые родились на Камчатке. И грузин говорит: я же грузин. Они на него смотрят: какой ты грузин, ты камчадал. Вот. Ну да, я камчадал. Вот. Ну, просто из окна моего дяди была видна восхитительной красоты. Она и сейчас видна, дяди просто уже нет. Авачинская бухта,
Там, я не знаю, какой она ширины, можно посмотреть потом, 20 или 30 километров. Горная гряда, заснеженные вершины сопок. А мама все время хотела, чтобы дядя вернулся в Украину. А я как раз вот... Это брат твой родной. Что? Это брат твой родной. Брат ее младший, да. Это 95-й год. И я на этих съемках, я ночевал у него. И я встаю, потому что машина должна за мной приехать. Я знаю, там 6:30. Ну, я хочу успеть помыться, позавтракать. Я так встаю. Он в однокомнатной квартире жил, он на диванчике, а я в его походном спальнике на полу, геодезическом, экспедиционном. Смотрю в окно, хватаю камеру, а там я снимал на слайд, это была заказная съемка. Лезу, форточку открываю, ну, потому что фантастическая картина, сиреневая, такое все, и там розовеет, только солнце выходит, верхушка сопки вулкана. И такой смешок на диване. Я поворачиваюсь, он говорит, вот так маме и скажи. И я каждое утро это вижу. Я отсюда не уеду. Вот, так это долгая подводочка к тому, что я хочу сказать. Там на тот момент, а может быть и до сих пор, единственная более-менее прилично оборудованная часть набережной. Есть такой, говорят, золотой час, на самом деле это не час. Время, касающееся заката солнца, когда фантастические цвета. Вот. И я со штатива на слайдовую пленку низкой чувствительности снимаю эту бухту, там яхты. И вот тот задний план, о котором я тебе говорил. Но стоит добавить, что приблизительно на этом месте, на том берегу, база Тихоокеанского флота, где стоят ядерные подводные ракетоносцы. Вот. И эсминцы периодически бороздят эту бухту. Ну, я снимаю эту идиллическую картинку, подходит молодой человек, меньше 18, по внешнему виду, и так стеснительно, красиво, правда? Я говорю, очень. На какую пленочку? А, у вас вот такая камера, на какую пленку снимаете? Я говорю, а сами вы откуда? Спрашивают. Я говорю, я из Киева, с Украины. Он от меня отскакивает. И уже другой взгляд. Я говорю, в чем дело? И он другим голосом говорит, в Севастополе националисты убивают русских моряков. И я поеду туда воевать. Я говорю, стой. Откуда ты взял эту глупость? У нас в газетах пишут. И моряки об этом рассказывают, военные. 96-й год. Мне потом газету такую показали, понимаешь? Я 95-й. Ну вот они приехали, да. Слушай, то есть это даже раньше Второй Чеченской войны. Ну, она шла в этот момент. 95-й год. 95-й, да, Самая как раз, кровавая. да. Она в декабре 94 Да. началась. Ага. То есть ты лично Мне показали допускала? какую-то местную флотскую газетку, да. Ну, это же, Бандеровцы убивают в это же Севастополе можно же русских позвонить, они же моряков. все в одних училищах учились. Зачем? Позвони в Севастополь. Зачем? Спроси, убивают или нет. Сказали, и хочется в это верить. Наш же Севастополь, понимаешь? За него же украинцы должны ответить. Ты тоже считаешь, что фильм «Брат 2» — это манифест русского фашизма? Ну, это такие, знаешь, манифест. Ну, массовый. он просто... Это хорошо сделанный отпечаток пальцев. По большому счету, да, там ничего не придумано. Просто, да, вот. Всех пальцев. Такое растиражированное скотство, скажем так. Слепок, действительно слепок сознания. Скажи, можно ли будет когда-то их простить? И если можно, то при каких обстоятельствах? Я даже не знаю, как тебе ответить на этот вопрос. У меня прощения пока, если говорить в целом, остались несколько очень дорогих для меня друзей, есть родные там. И я понимаю, что когда мы мажем одним цветом, одной краской всех, это неправильно. Потому что, я тебе скажу, в батальоне «Донбасс» я сталкивался с людьми, которые приехали сюда, оттуда.
как мне сказал такой человек, который и лица не прятал, когда я снимал, а он, между прочим, в России был подполковником СОБРа. СОБР — это спецотряд быстрого реагирования МВД. Да, и я так в Иловайске, который только, Мгм. он не в Иловайске, в Лисичанске только что освобожденный, мы с ним на скамеечке сидим перед гигантским стеклозаводом, который был базой батальона «Призрак», мозговой вот такой был там, Мгм. в Луганской области, им командовал. Ну и он не прячет лицо. Мы сидим, разговариваем, и я уже как бы понял, спрашиваю, откуда вы? Он говорит, Саша, вы же поняли по акценту. Да, я из Москвы. Вот я такой-то. Он приехал воевать за Украину. в Я 14 говорю, году, да? а почему вы здесь? А я уже не вижу другого способа с ними бороться. Да. Таких я людей просто ценю неимоверно. Ты знаешь, у меня был вот как раз ты И он СОБР. и сейчас воюет. Ты СОБР вспомнил? У меня в памяти быстро всплыл эпизод. 95-й, по-моему, весна. Я в Тамбове жил, встречаю СОБР Тамбовский, который вернулся там вот из чеченской. Из Чечни, понятно. И Володя Турков, его фамилия, или Туркин, я их ждал, причем на базе милицейской. И он меня схватил и говорит, давайте я все расскажу. Как-то непривычно, они вообще-то никогда ничего не говорят. И он такой говорит, Айдар, я никогда больше, я увольняюсь из ментуры, я никогда больше не поеду никуда воевать. Эта война несправедливая. Он начал писать стихи, начал писать песни. По-моему, потом он все-таки спился в итоге, хотя был такой красивый парень. Но это что-то он там такое увидел, он подробностей не Не мог рассказывал. справиться, Не смог. может, даже со стыдом. А ну вот этот человек, о котором ты говоришь, вот из тех как раз людей 100% он был в Чечне, на 100% он был в Чечне. Если Они он в командировке, безусловно, был. Ну, они там ездили там раз в 3 месяца примерно. Вот. И это было его искупление, да, он вернулся. Ну, таких, даже не единицы, это микроны. Но есть какие-то люди. Ну, просто потому, что страна гигантская. Слушай, давай Да. так. В Германском рейхе тоже был какой-то процент людей. Да? Но Конечно. они ни на что не влияли. Брат моей бабушки, он попал в плен, будучи раненым, лежа на берегу Днепра. Мгм. Но он был метра по 2, его не добили. Пожалели, подошли пехотинцы. Вот, и он прошел лагеря от Житомирского лагеря смерти через Бухенвальд до подземный лагерь-завод в Русском бассейне. И выжил он. Да, его нигде не убивали, он выжил. И в 1943 году немцы, которые там работали, там были не только заключенные, это завод, Мгм. строили побег и двум его друзьям. И довели его по линии подпольных квартир Мгм. до границы генерал-губернаторства, то есть Польши. Дальше у них не было связи. Ну, это антифашисты были, да? Да, и их в 1944 году или в том же 1943 всю эту сеть накрыли и казнили. А дядька выжил. Воевал. Они вышли в 1943 году, они вышли на нейтралку. Как он не попал в советские лагеря? А ему сказать. сорвало крышу, когда при первом разговоре. Потому что, поняв, что впереди уже только свои, у двух друзей, с которыми он все это время прошел, они были голодные, потому что был уже опыт, что можно в предыдущих еще лагерях, что можно зайти в село или в деревню, и тебя сдадут. Мгм. Вот, поэтому они воровали на огородах попросту, что можно было. И он сам дополз, они лежали в воронке взрыва, а он дополз, свалился в окоп, и у него отняла речь. И напротив него был сержант. Во-первых, он был потрясен, увидев погоны на военных, вот, потому что он начинал еще Когда были в довоенной петлицы. форме, да, с петлицами. И против него был сержант, который в его представлении был старше его. А он просто показывал жестами, что вот 3 и 2 туда. И тот ему сказал: батя, я все понял, там еще 2. И дед Костя крикнул: какой у тебя батя? И ему сорвало крышу. Поэтому его в госпиталь отправили, а потом сразу на фронт. Я понял. Без лагеря обошелся. А потом он после войны пытался восстанавливать эту историю, узнал, что этих немцев казнили.
Наши казнили? В Нет, смысле, нет, советские? гестапо. Короче, время нашей программы подошло к концу. Мы практически мало о чем поговорили. Но ты не ответил, можно ли их простить. Я думаю, что каждый будет решать это сам. Я не прощу. Я не прощу Крым. Никогда. Ну ладно. Да. Я же сказал о других, а я не уверен, что я прощу тоже. Не Спасибо, уверен. что пришел. Не уверен, потому что если это еще записывается, я сын военного. Я сын военного, мой папа был военным, был офицером. Я мало таких офицеров, и когда сам 2 года служил офицером, встретил в своей жизни. Просто когда я служил, я ни одного такого не встретил. И то, что происходило в зеленом коридоре, вопреки тому, что называлось слово русского офицера, Ты какой там? да, эти вещи я никогда не прощу. Спасибо, что пришел. Мне трудно прерывать этот разговор. Я бы еще часа 2 поговорил. Александр Гляделов, фотограф, человек, который видел и жизнь, и смерть своими глазами, и вот этим объективом фиксировал. Ходите на его выставки, смотрите его фото. В них все абсолютно правда. Спасибо всем, кто нас смотрит, кто помогает нам через Patreon. Подписывайтесь, небольшая даже поддержка для нас имеет значение большое. Ну и смотрите АТР. До новых встреч в эфире.